В эфире телеканала Якутия-24, программа «Актуальное интервью». Здравствуйте. Наступает пора сдачи экзаменов всех выпускников страны и республики. И сейчас перед выпускниками стоит такая цель, чтобы выбрать свою профессию. В Якутии в последнее время очень активно развивается нефтегазовая промышленность, и специалисты в этой отрасли как никогда очень востребованы. Сейчас мы находимся в Миринском региональном техническом колледже и сегодня побеседуем с директором Миринского регионального технического колледжа Владимиром Березовым. Владимир Викторович, здравствуйте. Здравствуйте, Марфирина. Мы слышали о новом проекте, и что в следующем году, в следующем учебном году уже начинаете набор специалистов на обучение новых отраслей в нефтегазовой сфере. Расскажите, пожалуйста, о новом проекте, о вашей фабрике возможностей. В Западной Якутии в настоящее время активно развивается нефтегазовая отрасль. У нас работают на территории Западной Якутии самые крупные российские компании. У нас работает и «Газпром», у нас и работает «Роснефть», у нас работает «Сургутнефтегаз» и многие другие компании. Но проблема заключается в том, что они в настоящий момент привозят своих рабочих, своих вахтовиков. И местное население практически в добыче нефти и газа не участвует, а если участвует, то только на каких-то второстепенных, низкооплачиваемых должностях и профессиях. И если мы каждый раз говорим о том, что у нас стоит задача, вот эта программа, о которой мы много говорим, местные кадры в промышленность, и у нас здесь, в Западной Якутии, сейчас алмазодобывающее производство сокращается, алмазники уходят, приходят нефтяники. И если мы хотим, чтобы наше население могло работать в нефтяных компаниях, они в первую очередь должны проходить необходимое обучение. Ведь нефтегазовое производство – это особо опасное производство. Там есть очень много вредных и поражающих факторов, поэтому без обучения устроиться на нефтяные компании невозможно. И вот для того, чтобы дать возможность, в первую очередь нашей молодежи, и не только молодежи, всем желающим, мы у себя в Миринском региональном техническом колледже на базе Светлинского филиала энергетики, нефти и газа создаем специальное нефтяное направление. То есть, что это будет? Этот филиал, он полностью будет перепрофилирован под нефтегазовое направление. И уже сейчас, с 1 сентября, мы будем обучать наших юношей, девушек по 4 основным нефтяным специальностям. Это добыча нефти и газа, это переработка нефти и газа, это электрохозяйство в нефтяной отрасли и лаборант-эколог химического анализа. Всего мы планируем набрать 100 человек, это у нас государственный план приема, 100 человек, причем бесплатно, на бюджетной основе, и обучать их по этому направлению. Не буду скрывать, что есть очень большой интерес со стороны нефтяных компаний к этим ребятам. Есть уже заказы от некоторых компаний, они уже с нами заранее начинают договариваться о том, что вот мы сейчас, дескать, вот начинаем здесь у нас производство в Мирнинском районе, но через 3-4 года нам как раз понадобятся специалисты, и мы хотим, чтобы ваши ребята у нас работали, проходили практику, ну и в последующем трудоустраивались. Это один аспект. Но их же надо на чем-то учить. Поэтому мы сейчас в Светлом создаем для Якутии абсолютно уникальный проект. Это называется учебно-тренировочный полигон «Фабрика процессов по добыче нефти и газа полного цикла». Это у нас будет поставлено соответствующее оборудование, на которых мы будем обучать наших студентов, наших слушателей. Что имеется в виду? Там и станок-качалка, как основной знаковый символ нефтяников. Там и основные узлы, агрегаты, которые используются в добыче нефти и газа, в поддержании пластового давления, подготовке нефти, транспортировки и многое-многое другое. Этот объект мы создаем, потому что мы выиграли федеральный грант.
Мы выиграли в этом году федеральный грант на 22,8 миллиона, это только на нефтяную отрасль, и сейчас ведется активная работа по его созданию. С 1 сентября эти объекты будут введены, на них могут уже учиться те, кто поступят к нам на нефтяников. Ну, а если немножко озвучить об условиях проживания и обучения, какие условия вы предлагаете своим студентам? Светлинский филиал энергетики, нефти и газа по праву считается одним из лучших учебных заведений в республике в плане его материально-технического оснащения. Этот объект, он имеет 6 спортивных залов. Представляете, 6 спортивных залов. Зал борьбы, зал бокса, зал единоборства, большой спортивный зал. Он имеет собственный бассейн на 25 метров. Он имеет тренажерные залы. Он имеет свою столовую. Он имеет прекрасное общежитие на 400 мест, благоустроенное, где студенты живут по 2, по 3 человека в комнате. То есть это целый комплекс, в котором каждый будет чувствовать себя очень и очень комфортно. Мы сейчас создаем условия и работаем в этом плане и с администрацией поселка, с администрацией района, чтобы там создавался настоящий студенческий кампус. Что имеется в виду? Что нужно сейчас в первую очередь молодежи? Это интернет. Чтобы был не просто интернет, а был очень хороший интернет. Кроме этого, молодым людям нужно что? Чтобы была хорошая столовая, где можно было поесть. Должен быть какой-то досуговый центр, чтобы можно было проводить какое-то свободное время. Все это в Светлом есть. И поэтому те ребята, которым, не буду скрывать, посчастливится поступить, они будут жить и учиться в исключительно хороших условиях и получать нужную и востребованную профессию. А какая профориентационная работа на сегодняшний день проводится? В каких регионах, районах? И какова вовлеченность сейчас населения, именно выпускников? Мы понимаем, что нефтяное направление, оно сейчас становится очень важным. Это понимаем не только мы. Это понимают вообще, наверное, все, особенно в Ленском районе, в Сунтарском районе, вообще в Вилюйской группе районов, там, где имеет отношение к нефтянке. Поэтому в течение марта месяца мы проехали все эти районы. Мы создавали специальные группы, которые ездили в Ленск, Сунтары, эту всю Вилюйскую группу района, приезжали в школы, рассказывали об этой профессии, показывали, демонстрировали и при этом приглашали зайти на сайт нашего Светлинского филиала. И у нас есть даже своеобразный индикатор. За март месяц сайт Светлинского филиала посетили почти 700 человек. 700 человек. Конечно, кто-то из них просто заглянул, послушал, кто-то из них уже выбирает свою профессию, но тем не менее для нас это индикатор востребованности. Кроме того, мы делаем дополнительные возможности. У нас каждую пятницу наши специалисты готовы ответить в режиме Zoom на вопросы родителей, на вопросы студентов. Мы создали группы в WhatsApp, чтобы не потерять весь контингент, с которым мы сейчас работаем. Поэтому мы полагаем, что конкурс для поступления в Светлинский филиал энергетики и нефтегаза будет большой. У нас будет возможность выбора, но это и правильно. Нефтяная отрасль – это самая перспективная отрасль, она самая высокооплачиваемая отрасль. Поэтому логично, что туда к нам будут поступать наиболее продвинутые ребята и девушки, те, которые хотят пойти по этому направлению, и которые в перспективе составят славу и гордость нефтяного направления Якутии. А что касается поступления, что требуется от абитуриента? Сколько классов закончить? Может, какие-то еще экзамен дополнительный здесь будет сдаваться внутри? И есть ли возможность обучиться каким-то специальностям, курсам не только выпускникам, но и старшему поколению?
Ну, прежде всего для студентов. Ну, здесь порядок общий. В системе среднего профессионального образования не проводятся экзамены, как правило, идет конкурс аттестатов. И идет набор именно по этому принципу. То есть у кого аттестат лучше, тот и поступает. Поэтому, ну, наверное, я бы каждому выпускнику советовал обратить внимание именно, ну, и даже если у него там по основным предметам, там, может быть, по математике, по физике не очень хорошо, всяко бывает, но можно же набрать этот средний балл хорошими оценками по другим предметам, там, по пению, по рисованию, по географии, но тем не менее, чтобы это был средний балл аттестата. А что касается специальностей, то вот эта фабрика процессов, которую мы создаем, она предусматривает обучение не только студентов, но и всех желающих представителей старшего поколения. Там будут организованы краткосрочные курсы в течение 3-4 недель по основным профессиям, как то оператор по добыче нефти и газа, оператор обессоливающих, обезвоживающих установок, ну и прочих других. Всего мы планируем, что это будет 24 профессии, на котором можно получить соответствующее образование, соответствующие, как говорят, корочки, и, да, и с этим идти уже устраиваться к нефтяникам. Конечно, на сегодняшний день мы только приступаем к этой работе, но я уже могу похвастаться тем, что среди нефтяных компаний, от нефтяных компаний мы получаем довольно высокие оценки по качеству наших ребят, которых мы готовим. Уже сейчас, еще даже не запуская этот специализированный филиал. Ну, например, вот наших ребят регулярно берут на практику компания «Тасюрях нефтегазодобыча», потому что они у нас соответствующим образом обучены. Сейчас мы наших студентов отправляем даже в Татарстан, в Татнефть, где они проходят соответствующую подготовку по рабочим специальностям. Диплом МРТК у них будет, а вот корочки рабочих специальностей, их надо получить. Вот они получают сейчас в Татарстане. И, соответственно, их наберут на работу. Такая же схема у нас будет и в Светлом. На базе нашей фабрики процессов люди смогут получить соответствующие специальности и идти в нефтяную отрасль. Угу. Ну вот еще если вернуться к началу, да, вы сказали, что многие компании уже интересуются вашими, да, вот, выпускниками. То есть я еще слышала, есть такое понятие, как адресная подготовленность. То есть у вас это уже есть, да? То есть вашим выпускникам, можно сказать, на 80-90% уже есть трудоустройство. Да, это так. Но, разумеется, не всем. Еще раз хочу акцентировать, что нефтяники, ну, как мы можем судить, они очень привередливый народ с точки зрения качества кадров. И для того, чтобы попасть на работу в нефтяную компанию, нужно себя подать и зарекомендовать. Если это для молодежи, то с самого начала. Например, компания ТюнГД не берет на практику тех, кто не учится на 4 и 5. Ну, это правильно. Здесь, вот поэтому наши ребята... Мотивация очень серьезная мотивация. Это даже мотивация сильнее, чем там повышенные стипендии или что-то, потому что это будущее на самом деле. И наши студенты, они знают это, поэтому они с радостью едут в тот же Татарстан, хотя, может быть, это и несет за собой какие-то затраты, но родители этих студентов понимают, что тем самым дается билет в будущее. Поэтому вот то, что мы делаем сейчас по нефтяному направлению, это важно и очень перспективно. В республике только одно учебное заведение готовит и будет готовить специалистов по нефтянке. Это Мирнинский региональный технический колледж. Конечно, есть еще у нас другие учебные заведения, которые какие-то элементы из нефтяной подготовки у себя используют, но именно у нас это направление есть,
оно будет развиваться, и мы будем охватывать все больше и больше спектр специальностей. Например, на днях к нам обратилась компания «Алроса» рассмотреть вопрос подготовки специалистов по газобаллонному оборудованию. Сейчас все больше и больше, допустим, машин переходит на газ. Это не только компания «Алроса», но и нефтяные компании тоже. Для этого нужны специалисты. Значит, мы будем их готовить, постепенно охватывая все сферы, которые имеют отношение к нефти и газу, вот в своих учебных заведениях, филиалах, которые у нас есть. Владимир Викторович, спасибо, что вы уделили время, провели с нами такую приятную беседу и ответили на наши актуальные вопросы. Большое спасибо. Нам очень приятно, что мы с вами вместе осветили эту важнейшую для нашей республики тему.